действительно где появляется шов, это очень важно. В принципе, для красоты и для полного получится экран, события, которые происходят параллельно основной серии, в разных мультивселенных, 5 разных героев, 5 разных авторов, 5 разных пауков. Они начинают сыграть по жанру, потому что Морланд и его семья, наследник, решили уничтожить всех пауков. Давайте посмотрим, как следующий страниц пауки продолжит историю. Вот это, в принципе, есть та хронология, которую вам нужно видеть, что видите, Человек-паук последний звание, и то совершенного, и первый том величина. Давайте дальше. Да, все комиксы сейчас представлены на сайте для телефона. Да, зал номер 2, стоит там очень прямо рядом с ребятами. И если вы даже напомнили очередность, наши консультанты и ребята наши сразу по-моему сразу подскажут, и подсчеты там, грань, и помогут, чтобы у вас было желание как можно быстрее приобрести. Ты уверен, что поставь коробочку на входе, чтобы никто не сбежал, книги очень классные. Отлично. Да, действительно, вы можете оценить, насколько это большая, серьезная книга. Это, наверное, самая толстая, кажется, на данный момент самая толстая книга в комиксе, если считать мангу, и 656 страниц. Есть созданы все выпуски, даже бытовые серии, которые задействованы в этом событии. Более того, мы постарались поставить в правильном хронологическом порядке. Кажется, нам это удалось. Возможно, наши там есть альтернативная хронология еще написанная. Можно прочесть в любом порядке. Какой захотите. Просто вебинаре, они стали просто пачками. Ее достаточно сложно выставить хронологию, потому что некоторые события происходят немножко параллельно. Например, в «Личном пауке» и в «Удивительном пауке» классической серии. Сюда входит наш почти 5,5 книжек, в том числе 2 тома «Удивительного Человека-паука» по продолжению и, в принципе, что я могу сказать еще? Что будем рекомендовать второй, третий том в яркой регулярности классическую серию, мы пока еще не решили, мы посмотрим на результат продаж и немножко подобьем, есть разница в равных сделаем или не сделаем. Давайте посмотрим, что дальше. Как вы видите, здесь несколько примеров самых интересных для клубов. На самом деле, если можно сказать, потому что именно эта книга интересна прежде всего потому, что клубов в ней очень много, и интересно наблюдать из каких вселенных и в каком виде они представляют представители. Например, видите, с крайне слева женщина-паук из Степанки, не получит способностей, но она знатная уникальная. По центру паук из газетных стримов 60-е годы, и верить, что здесь так медленно, что Морл просто не успевает съесть Человека-паука, потому что время в каждом стриме это каждый день, ежедневно. Из газеты ужается. Крайне справа паук из оригинального мультсериала 60-х годов, наряду с полуфокусным сериалом «Музыкального сериала», сериал «Конечно, паук» Майлз Моралеса. Все, что действительно очень интересно, очень много пауков. Мне кажется, вам стоит обязательно прочесть это, даже если не очень любите Человека-паука, продолжим, что там дальше. Вот видите, почему называется «Паучий мир». Я как-то помогаю вам действительно лучше помнить. Оригинально называется «Spider-Verse», многие спрашивают, почему мы назвали книгу «Вселенная пауков» или «Паучья вселенная». Во-первых, это название достаточно сложно вам на обложку, в подверсте, сравните оригинально, поэтому взяли более короткие, как вы видите, пауки все у нас пауки, и каждая ячейка пауки это окошко в маленький из своих человеков-пауков, маленький паучий мир. Собственно, поэтому это называется паучий мир. Это прекрасно отражает суть, прекрасно ложится на то, что оптимальный вариант выглядит над ним очень долго. Что дальше? Дальше немножко пауков. Крайне слева паука Нанси из Африки. Я здесь, кстати, понял, что это тигр паук. Он паук, который по центру это паук из, кажется, мира 29. Может быть, я могу примерно так. 27, да, ага. И, собственно, здесь еще объединяются пауки. Давайте посмотрим, что дальше. Видите, вот это наша самая сложная картинка, потому что здесь паук играет мелодию из аранжировки. Из классического мультсериала 60-х годов, который на русский переводится как по-английски звучит как Spider-Man, Spider-Cat и так далее, а на русском это Человек-паук, и так далее, более переводений. Все это отражено вот эти буквы, внутри
нарисовали на русском полу. Здесь вы видите, что это слова. Эти штыки складываются слова. Это была самая сложная страница за всю историю. Наш редушер сейчас Вова Лохачев, потом потратил мне целый день на эту страницу, потому что все это было слито в один слой. Итак, давайте дальше у нас так по времени. Да, здесь появляется паук из 6600 табель вселенной, если вы читали эту Геймана, а дальше, потому что я обязательно посмотрю под углом, может быть, поставить что-то. Совершенно Человек-паук здесь, несмотря на то, что он закончился, они обыграли события так, что как раз когда он был в 2099 году, он появляется здесь, таким образом, совершенно Человек-паук здесь встречает удивительного Человека-паука. Это тоже очень интересно обыграно. Давайте посмотрим дальше. Пенелопа Паркер. Просто показываю, как эффектно шоу, где Женщина-паук едут на динозавров. Это просто всегда сразу заинтересовывает. Всех клонов объединили в специальную мини-серию, микросерию «Алые пауки», рассказывается, как они борются с самый могущественный из наследников это Соус, он их отец. Пауки в 2099 измерении также успешно справляются. Важный момент, а мы выложили эту версию на сайте или не успели? Мы вернемся, значит, с понедельника все купившие смогут прочесть в сети. Дело в том, что крайняя страница справа это выпуск на испанском языке. Также масштабы в оригинальной книжке тоже на испанском, поэтому оставили без перевода. Но так же, как и в оригинале, вы сможете прочитать электронную версию в интернете на английском языке, соответственно, на английском языке. Мы сделали русскую версию, и тоже скоро выложим ее в сеть, когда, наверное, слушай, у нас же есть ноутбук, мы можем сделать это даже скоро. Мы постараемся сделать это пускай, потому что она была готова тоже в последний момент. Да, да, мы попадали, что не сделали еще русскую версию. Мы сделали русскую версию. И, кстати, у нас есть специальный человек, которого сейчас попросим тоже будет выполнять. Это Филипп Шамиль, наш рисовщик, сделал его лопатин, а Фил сделал свою версию, сделал рекорд на жанре сроки. Также был выпуск, который говорили, и один выпуск, и какие-то правки он носил однажды на автобусе из Праги в Польшу. В автобусе. И он включил момент, в этот момент сделал все вовремя, и на что ему честь дала. Давайте посмотрим. Благодаря тому, что мы все-таки жертвовали своими свободными временем, пытаемся положить срок, мы успели дать это книгу Комикона, и как раз мой Комикон комментирован обложкой Комикона. Да, официальная обложка Комикона, особенно явно, это не супер обложка, это полноценная обложка, поэтому книжки станут еще более редкие, а программа будет вручную, она уже программа частично. Половину, естественно, программа дня, это уже более половины крови, разделили на, наверное, 4 дня, она стоит 1500 рублей, она стоит 2500 рублей, и она заканчивается за первые 5 минут того, как мы начинаем продавать 10 утра каждый день. Так что, если вы почему-то хотите, одна копия в одну пойду, напоминаем тех, кто купил предыдущий. Все было очень честно. Да, это очень хорошая, очень мало, очень дорого будет стоить потом, но лучше купить ее себе, потому что это гораздо ценнее, и это добрая память. Я сам никогда в жизни не продам. Я слишком много потратил времени на эту книжку, которые в сжатые сроки редактировали, листали, переводили все очень быстро. Но я надеюсь, что там все-таки не очень много ошибок. На самом деле, когда я ничего не смеялся, что вас создали. Привет, здорово. Хорошо, да, у нас не так много времени, давайте перейдем, посмотрим, что там у нас еще. Что там написано? Да, сын паук там есть. Хорошо. Что еще? Дальше. Все? И нашли косплея костюме свина паука. Потому что сейчас у нас есть еще 5 минут. Есть 5 минут у нас? Честно, 5 минут. Есть? Отлично. Прекрасно. Давайте, возможно, у вас есть какие-то вопросы. Мы просто так старались быстрее все сказать вам, потому что мы хотим с вами пообщаться. Да, сегодня презентация у нас узкая, поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы по... Можно задать
Следующий вопрос, пожалуйста. Подойди мне потом после презентации, я хочу больше подробно. Отлично, хороший. Дальше, пожалуйста. Ладно, ну ответьте на вопрос, честно. Просто на самом деле это очень спорный вопрос, кто говорит, что самая яркая позиция, она, возможно, не самая лучшая история про Человека-паука, но это достаточно серьезный первый сюжет, и прежде всего она интересна из-за того, что она сделана в Нью-Йорке. Она интересна концептом, даже не столько исторического концепта. Они реализовали очень много классных идей, и они показали классно разных прекрасных художников, которые раньше не слышали, там очень много интересных пауков, а будет все очень интересно, я надеюсь, ознакомиться с этим. Не очень посредственно, если когда там она не хочет. Мне, кстати, понравилось. Да, пожалуйста, совершенно коротко. На самом деле, спойлер-верс должен был идти, когда 10-го выпуска серьезно. Но из-за того, что у нас появилась вторая часть, мы его поняли, что это не маленький, что он берет спойлер-верс. Вот поэтому. Это безусловно у нас есть. Да, конечно, он не любит. Если что, я много паук, который был в том числе, не любит, остается очень счастливым. И если говорить точно, то твой источник, который я искал, я ультимейт новый. Если так, то я делаю ультимейт Пикана. Спасибо много. Это очень круто, обожаю ультимейт Паука. Большое спасибо, что спасли с нами вселенную. И еще, следите за фестивалями, потому что Союз Паук будет весной следующего года. А он, кстати, сейчас. Да, который это делает Союз Паука. Из себя, да. Из себя. То есть он сейчас ест старательно, видимо. Хорошо. Так, следующий вопрос, пожалуйста, у нас еще есть время. Кстати, давайте оставим 5 минут, чтобы пофотографироваться все вместе, если кто-то хочет. Да, давайте пару вопросов еще. Давайте, пожалуйста. Да. Здравствуйте. Никогда не был знаком с Человеком-пауком до момента. Стоит ли начинать с этой книги знакомства? Вы можете принять для себя, что, смотрите, можно не начать, но вам надо когда читать еще, поэтому, как я уже говорил, вы можете просто для себя принять, что когда работа отдать в принципе, эту фактору, вы можете там делать. Человека-паука, первый том удивительного, можно брать по желанию, и тогда вы можете прочесть спойлер-верс уже научные и прекрасно разбираться, более понимать, чего и как это происходит, и восторг. Ну и плюс, возможно, там понравится не сам паук, а другие пауки, которые схожи с сетью, тоже там серия, но на них понравится больше, и... Итак, подытожим ответ. Да, можно, но лучше купить еще пару книг, не потому что вы хотите продать больше, а потому что будет интереснее. Продать книгу все равно в любом случае. Да, чтобы у вас не было непонимания, что вам как история. Естественно, книгу можно воспринимать как артбук. Большая рабочая история. Да, Вот включите со все бытовые истории, и вам будет понятно, что сделала женщина-паук, куда она ездила, на каком корабле она тусила там 2 выпуска, и зачем. Так а зачем, я не понимаю сам до сих пор. Женщина-паук там. Хорошо, ладно, после. Да, после. Да, но вот у нас большой свет, пауки высказались, кроме американской версии. Да, что, мы раскроем дальнейшее? Да, наверное, мы раскроем дальнейшее. У нас сегодня специальный гость. И это актер фильма «Человек-паук». Yes. Это швейцарский. Таким образом, мы хотели бы в том числе пригласить вас на большую презентацию и встречу с Чиком Дарским на главной сцене «Здрасте, героев». Она будет половина 4-го, 15:30 сегодня, а большая панель, часовая встреча с Чиком Дарским будет завтра во сколько? В час дня, завтра в час дня, пару слов выучить, да? Are you telling me to have to speak with these people when that's happening? You can do what? Have sex with these people? Потому что я после всего этого спать Just a couple, I guess. Choose
Это не обязательно, но если ты хочешь, да, можно не со всеми. Выбери, каких тебе нравится. So, yes, thank you. Спасибо вам. Спасибо вам за то, что пришли. Ну, подходим. Кстати, а можно провокационный вопрос? От всего зала, по сути. Важно. Я знаю, что многих интересует, и меня тоже, какой Человек-паук является самым сильным из всех. И я даже две кандидатуры выдвинул. Этот паук чип Заске. He said you are the strongest Spider-Man ever. It's true. This is true. He asked that he also the strongest Spider-Man. Да, спасибо. Thank you. Можете купить на нашем стенде К8 за 1500. Да, а книжка, которая пошла по рукам, она цела. У кого она? О, честный человек, хорошо. Итак, что, давайте сделаем пару фотографий? Да. Можно я только